Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 15 мая, на среду. Смотрим мы на колоде пассианс цыганский, смотрим от овнов до рыбок в одном видео. Все знаки будут. Первые овны. 15 мая. Среда, овны. События дня. Угу. Неприятность. Сразу же первое прям событие выпадает, расческа. Успех в делах. Подсвечник нельзя. Угу. Так, ну проверяем горизонталь, вертикаль. Ключ еще есть, событий немного. Выпало вам на среду. Так, ну здесь я не вижу. Получается 3 события всего я нашла. Первая неприятность, и не показали, какая неприятность. Да нет никакого намека, что это может быть. Может быть, как вариант, вы станете свидетелем. У кого-то, может быть, произойдет какая-то ситуация. Ну, в любом случае, предупреждение. Неприятность может быть. Но даже если она и произойдет у вас, ключ показывает, что вы найдете выход, найдете решение. То есть это событие показывает, что все в ваших руках. Вы можете все изменить, исправить. И также есть успех еще. Успех в работе, в делах. В среду. В общем, все было бы хорошо, если бы не вот эта неприятность. Благодарю за внимание, умный. Перехожу дальше к тельцам. Тельцы, 15 мая, события дня. Застолье у вас выпадает, может быть, в среду. Месяц нельзя соединить. Глубокая печаль. Тайна. Откроется какая-то тайна. Может быть, смотрите, тайна будет не очень приятная. Да, вот рядышком ложится тайна и разочарование. Свидание, приятная встреча. Ну, это, скорее всего, с застольем вместе проиграется. Исполнение желания. Друзья. Общение с друзьями. Друзья исполнят ваше желание. Так, ну и смотрим горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет, по вертикали есть кровать. Это интимная связь может быть. Нет, нет. Нет, удачу нельзя, и здесь нет. Получается, смотрите, из плюсов. Застолье, общение с друзьями, да, какая-то дружеская обстановка, приятная встреча, исполнение желаний, интимная связь, как бы все прекрасно. Из минусов: открытие секретов, тайн и глубокие какие-то переживания, разочарования, глубокая печаль может быть в этот день. Так что, к сожалению, видите, есть и хорошие события, и не очень. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу я к близнецам. Близнецы.
15 мая. Среда, события дня. Близнецы. Слезы. Яблоко. Смотрите, могли быть не слезы, мог быть якорь. Видите? То есть, если бы я соединила якорь, слезы бы тогда не получились. Если вдруг вы увидели якорь, тогда у вас он проиграется. Ну, я должна была, видимо, увидеть слезы. Это, кстати, могут быть и слезы радости, не всегда какой-то печали. Ну, скорее всего, печали, конфликт. Конфликт и слезы. Ссора. Тут, знаете, как даже ссора, перерастающая в конфликт. Деньги. Может быть, причина будет деньги. Исполнение желания. Также у вас будет хорошее событие в среду. Тайная встреча. И решение вопроса. Ну, видите, все, что касается дел и финансов, тут у вас все хорошо. А что касается отношений, какие-то ссоры. Угу. Горизонталь, вертикаль, совпадений нет. Значит, получается, в этот день у вас показывает, что будет ссора, перерастающая в конфликты, слезы, ну, то есть какие-то сильные переживания. Это минус. А плюс будет исполнение желания, решение какого-то вопроса, тайная встреча и, возможно, финансовые поступления. Ну, либо какие-то вопросы будете решать с деньгами. Иногда мешочек показывает и расходы. Ну, допустим, там что-то покупаем, потратили деньги, но что-то купили. Поэтому так, если вот у нас сундук, он всегда показывает именно поступление, деньги идут к нам, то мешок может показывать и обратный ход финансов. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Раки, 15 мая. Среда, события дня. Угу. Тайная встреча у вас выпадает, первое событие. Верность, лебедь, гармоничные отношения в паре. Змея. Слезы. Змея доведет до слез. Неприятность, видите, неприятности, слезы. Временная разлука, чемодан. Так, сейчас я еще смотрю горизонталь, вертикаль. Нет, нет.
Горизонталь, вертикаль нет, а диагоналями мы с вами не соединяем, не забывайте. Получается, в этот день тайная встреча с кем-то может быть, гармоничные отношения в паре, верность, временная разлука, расставание, слезы, неприятность и общение с человеком, у которого длинный злой язык. Возможно, это и есть неприятность, это общение с этой змеей. Так что вот такие предупреждения для вас, раки, на среду. Постарайтесь избежать какой-то неприятности. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Львы. 15 мая. 15 мая, львы, события дня. Среда, львы. Ключ. Либо второе событие, свидание еще можно, роза. Смотря, что вы первым увидели. Обман, маска. Любовь, два сердца. Неприятность. Скользкое дело. Угу, 3 предупреждения у вас здесь. Ну и смотрим горизонтали, вертикали. Так, получается опять события. Первое показывает, что у вас все хорошо будет в личной жизни, любовь. Возможно, знакомство, если отношений нет. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день, все будет зависеть от вас. Поэтому, да, вот вы можете избежать этой неприятности, а неприятность даже показали какая. Будет какая-то хитрость и обман, скользкое дело и маска. То есть люди одевают на себя маски, прикидываются хорошими и заманивают вас в какие-то схемы там и так далее. Поэтому будьте осторожны. Это встреча с аферистами, может быть, там мошенниками. Так что вот для вас может быть такая неприятность. Но ключ как бы такое, знаете, событие многообещающее. Говорит, что вы можете... Ух ты, убежал камешек. Убежать можете, как этот камешек убежал от них, так и вы можете убежать от этих мошенников. Ключ – это правильно, ну, скажем так, правильная продуманность какая-то ваша в этот день. Вы можете разгадать их планы, поэтому им будет сложно вас обмануть. Ну и плюс вы теперь предупреждены, да, то есть это тоже дает какой-то бонус. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Смотрим дев. 15 мая. 15 мая, девы, среда. Меня интересуют события дня на среду. Какие будут события основные у дев? Так, смотрим девы. Что-то ничего не вижу. Тайна. Откроется какая-то тайная информация, получите в этот день. Ага, и новости, видите. Информация, получение новостей, информации.
что-то, что было тайным, для вас больше тайным не будет. Может быть ссора, метла, либо это еще может быть наведение порядка. Шарики нельзя. Угу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Нет, нет. Месяц показывает, что будет событие, которое повторяется каждый месяц. Ну или имеет какую-то цикличность. Дальше, значит, здесь нет, нет, нет. И здесь нет. Ага, есть еще вот ножницы. Не увидела. Ножницы — это очень хорошо. Получается, у вас в этот день откроется какая-то информация, откроются тайны. Вы получите новости. Решится какой-то вопрос для вас. Будет событие, которое повторяется. И метла показывает, либо может быть какая-то небольшая ссора с кем-то в этот день, либо второй вариант — наведение порядков. Может быть, будете наводить порядки, что-то найдете спрятанное, тайно, что-то было в тайнике. Так что вот так, такие события для вас. Либо ссора из-за того, что из этой тайны может быть. Можно так прочитать. В общем, такие предупреждения для вас на среду. Благодарю за внимание и переходим к весам. Смотрим весы. Весы 15 мая. Весы, среда, 15 мая. События дня. Покажите мне. Любовь у вас выпадает. Первое событие. 2 сердца. Тайна. Может быть, откроется какая-то информация касательно близкого человека. Удача. Подкова. Конфликт. Нерешенный вопрос. Решение вопроса, ножницы. Может быть, только решится не днем, а вечером. Так, и смотрим, что здесь. Нет, нет. Будильник нельзя соединить. Нет, нет, и здесь тоже нет. Значит, у вас в этот день все хорошо будет в личной жизни. Любовь, гармония, любовь. Откроется какая-то информация, которая была спрятана, скрыта, вы ее не знали, узнаете в среду. Удача, везение, конфликт, нерешенный вопрос. Либо, знаете, как может быть нерешенный вопрос, а через конфликт вы решите этот вопрос. Ну, иногда события, допустим, не перекликаются. Может быть, это просто какой-то другой вопрос. Сначала, да, вот нет решения, но потом решение появится через какое-то время, а конфликт будет отдельным событием. Поэтому я стараюсь, конечно, называть вам отдельно, не перемешивать их. Так что вот такая информация для вас. То есть, как бы, есть и хорошие события, но есть и предупреждения. Постарайтесь избежать скандала с кем-то. Благодарю за внимание. Весы, перехожу к скорпионам. Скорпиончики. 15 мая. События дня, скорпионы.
Неприятность. Прям с утра выпадает первое событие. Гости нельзя. Обман, маска. Ну, это и есть неприятность. Вас кто-то может обмануть. Прибыль, финансовые поступления. Обман относительно финансов. Но опять же не обязательно. Посещение госучреждения, книга. Это может быть школа, садик, налоговая, больница может быть. Конфликт. Удача, везение. Может быть, вы будете свидетелем конфликта в медучреждении, в госучреждении. Решение вопросов душницы. Отрезали и забыли. Так, здесь не вижу. Глубокая печаль. И здесь не вижу совпадений. Получается, неприятность. Может быть в этот день неприятность, конфликт, обман. Это вот негативные события. Конфликт, обман, сильные переживания. Это минус. 4 минуса и 4 плюса. Удача, везение, решение вопросов, посещение госучреждения и прибыль. Так что, вот видите, если вам удастся избежать какой-то неприятности, конфликта и переживаний, то, в принципе, день будет достаточно позитивный. Поэтому вот такие предупреждения для вас. И обмана, самое главное. Маска, обман. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу к стрельцам. Пятнадцатое мая. Стрельцы. События дня. Так, стрельцы, смотрим, что вам этот день приготовил за сюрпризы. Болезнь, возможно, будет ухудшение самочувствия, или, может быть, вы уже запланировали в среду поход к врачу. Дорога, поездка. Новости, информация. Конфликт. 2 меча. Застолье. Конфликт на застолье. И здесь нет. Значит, у вас получается поездка в этот день, получение каких-то новостей, информации, тема здоровья, может быть ухудшение, застолье может быть и конфликт. То есть 2 предупреждения. Скандал, ссора и тема здоровья. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерожкам. Козероги. 15 мая.
События дня 15 мая. Змея, первое событие у вас выпадает. Время, тоже предупреждение. Правильно рассчитывайте время, чтобы нигде никуда не опоздать. Победа, плюсик. Месяц. Здоровье уже нельзя соединить. Так, ну и проверяем, конечно, горизонталь, вертикаль. Нет. Нет. Значит, печаль нельзя соединить. Здесь нет. Нет. Исполнение желания есть, цветок. Тоже очень хорошее событие. И есть еще солнышко, это радость. Рядышком с исполнением желаний. Значит, смотрите. Из предупреждений, что выпало? Змея. Да, то есть змея всегда говорит о том, что в этот день, скорее всего, будет общение с каким-то человеком, от которого лучше держаться подальше. С которым лучше не общаться. Потому что от него идет только одно зло. Человек, который язвит, там, не знаю, говорит какие-то неприятные вещи, поэтому это предупреждение. Может быть, вот смотрите, будильник выпадает, вы куда-то опоздаете, и тот человек, да, с которым вы должны быть встретиться, обязательно съязвит, обязательно это подметит. Поэтому это вот предупреждение минус. Из плюсов у вас выпадает победа в работе, в делах в этот день. Выпадает событие, которое имеет цикличность и повторяется. Также выпадает исполнение желания и радость, хорошее настроение. Поэтому смотрите, да, то есть события хорошие, вот нужно только правильно рассчитать время и не обращать внимания на змей. Тогда будет все хорошо. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Так, Водолеи. Смотрим вас. 15 мая. Мая, события дня. Водолеи, среда. Ой-ой-ой-ой-ой, хотели разбежаться. Так, поехали, смотрим. Цыпленок, первое событие, это общение с семьей, с детками, может быть, в этот день. Конфликт. Это что ж такое? У многих знаков то ссора, то конфликт. Какой-то очень скандальный день будет. 15 мая. Сейчас, в принципе, Марс у нас в Овне, поэтому это неудивительно, что сейчас все со всеми будут ругаться. Обман, маска. Еще пропустила змею. Змея. Скорее всего, тот, с кем вы ругаетесь. Тут, смотрите, тут, видите, можно было еще два варианта. Либо маска, да, вот я когда взяла эту карту, вы могли увидеть или маску, или весы. Колебания, сомнения. Но я маску увидела, поэтому оставляю ее. Если вы увидели весы, тогда это будет какой-то сложный выбор у вас. Нерешенный вопрос. Цепочка. Госучреждение. Книга «Казенный дом». Слезы, переживания из этого обмана. Будильник, время, какая-то проблема со временем. Может быть, вас
обманут относительно времени. Поэтому перед тем, как ехать в казенный дом, прозвоните и уточните, вас же вообще ждут в этот день или ждут вас на это время, или может быть ждут на другое, что-то поменялось, чтобы потом не расстраиваться. И встреча, видите, важная деловая встреча. Но вопрос, похоже, решен не будет. Сейчас посмотрим еще периметр. Совпадения нет. Получается, в этот день у вас будет общение с семьей, с детьми, у вас будет общение с человеком, который может язвить, говорить какие-то неприятные вещи, да, то есть такой острый на язычок человек. Дальше проблема со временем, конфликт, обман, вас могут обманывать, нерешенный вопрос, слезы, переживания, деловая встреча, казенный дом. То есть в госучреждении у вас, скорее всего, будет с кем-то встреча, возможно, будет какая-то проблема со временем, да, то есть обман будет, обман по времени. Ссора, конфликт, слезы, и вопрос не решается. И если мы посмотрим ножницы, это у нас показывает решение вопроса. Видите, они выпали по периметру, то есть вопрос скоро решится, но точно не 15 мая. Как бы вы там не возмущались, не ругались, скорее всего, что в среду он решен не будет. Что-то там, видите, не складывается. Пазлики. Так что вот такая информация. Возможно, вот опять же в госучреждении будет какая-то змея, да, то есть кто-то будет очень негативно настроен по отношению к вам. Ну, бывает иногда. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к рыбкам. Смотрим рыбки. 15 мая. Рыбки, среда, 15 мая, события дня. Покажите мне, что будет у рыбок. Скользкое дело. Предупреждение для вас уже на среду. Деньги, мешок с деньгами. Хорошие новости, может быть, относительно денег. Верность. Так, тут не вижу. Проверяем горизонталь, вертикаль. Не вижу. Помните, по диагонали соединять нельзя. Только строго вертикаль и строго горизонталь. Значит, получается, у вас 4 события в среду. Первое – это предупреждение для вас. Рыба, скользкое дело, какая-то хитрость, обман, мошенничество, манипуляции, махинации, поэтому это предупреждение. Вас попытается, да, вот кто-то поймать в свои сети, хитро расставленные, поэтому будьте очень осторожны. Это вот единственный минус. А так, смотрите, выпали хорошие новости, гармоничные отношения в паре, возможно, даже какое-то событие. И какие-то финансовые могут быть, например, там, поступления. Или даже если это будут расходы, то вы что-то будете все равно получать. Там, например, что-то купили для себя, деньги потратили, но у вас есть товар. Поэтому, то есть тут плюс по финансам, плюс по отношениям, по новостям, но минус по какому-то вопросу, делу. Будьте очень осторожны, бдительны, самое главное. Особенно, если, знаете, такие вот какие-то супер заманчивые предложения. Вот как раз по рыбе идут. Сразу они вас должны насторожить в среду. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.